Алхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля Расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхалладзина аману иджтанибу катиран минадз-занн ва инна ба'дадз-занни исм. О те, которые уверовали, бойтесь разных своих мыслей, потому что некоторые ваши мысли греховны. Зан, то есть рассуждать про человека, думать о нем, какой он, интересно, хороший или плохой. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в данном случае объясняет, что зан, рассуждение про человека, бывает двух видов: хуснудзан и суудзан. Хуснудзан – это искать в другом человеке только хорошие качества. То есть изыскивать, находить его прекрасные качества и думать о том, что другой человек, мусульманин, или даже пусть будет не мусульманин, но он несет в себе добрые качества. Сууззан, то есть плохое размышление про человека, это выискивать какие-то негативы, думать о том, что он плохой, все свои ошибки и все свои упущения сваливать на него, шпионить за ним. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что многие или некоторые из ваших мыслей действительно не греховны. Мысли ваши, если они сууззан, то есть если вы думаете негативно по отношению к другому человеку, они достаточно того, что вы лжец, говорит в своем хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что этот вид размышления про другого человека привел в общине Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к большим бедам. Представим, что человек проходит около пивнушки или около кабака, где распивают спиртное. И если мы не заметили, что он шел издалека, и увидели только самую малую часть его пути, что он проходит около этого кабака, около этой пивнушки, около этой рюмочной, этого можно будет сказать, что это достаточно думать про человека, что он только что вышел оттуда. Но это ошибочное мнение, потому что нужно знать, что человек может просто проходить мимо. Может еще и человек что-то предпринял по отношению к тем людям, которые делают нехорошие вещи в данном заведении. Османский султан, один из османских султанов, однажды увидел в своем сне, что он должен обмыть величайшего друга Аллаха, аулия, и похоронить его собственноручно. Он проснулся и говорит: что за кошмар? Какой может быть аулия, какой может быть человек, который друг Аллаха, которого я не знаю, и потому что они и сами были очень большими приверженцами религии, они очень преданно относились к религии Аллаха, почти все султаны османские. И постарался забыть. Через некоторое время, на следующий день, опять видеть этот сон. И так 3 ночи подряд. Потом он говорит визиру: о, мой визирь, давай переоденемся в рубище и выйдем, и посмотрим, где этот человек, что этот за человек. Он начал искать, пошел по городу в другой одежде, принарядившись другим человеком, и вдруг пришел в один дом, где лежал покойник, и никто его не хочет обмывать, и никто его не хочет хоронить. Рядом сидит жена и плачет. Он, обращаясь к женщине, говорит:
кто это такой? Это мой муж, говорит. Почему ты плачешь, почему не обмываете, почему? Он уже несколько дней здесь лежит, говорит жена. А почему никто не приходит? Говорил я ему, чтобы он не ходил туда, чтобы он не делал такие действия. Люди неправильно поймут, говорила я ему, сказала она. А что случилось? Вот он, говорит, всегда ходил в кабак и всегда ходил в публичный дом. Он вышел во двор, порасспросил соседей. Он говорит, вот этот человек, который лежит сейчас, который умер, кто этот человек? О, говорит, это страшный человек. Это страшный человек, который действительно постоянно ходил и выпивал, покупал много водки, покупал много вина. И после этого шел в публичный дом, выкупал проституток и давал им деньги. И уходил с ними, и даже выводил их и даже из публичного дома, говорит они. Почему не хороните? Ни один из нас, ни один сосед, ни один родственник не хочет приближаться к такому неверующему человеку, к такому человеку, который сделал нечестивые дела, такие нечестивые деяния. После этого султан удалился, и в эту ночь он опять увидел этот сон. Иди к этому человеку, он мой самый близкий друг, возгласил какой-то голос ему во сне. Он встал и побежал. На следующий день утром подошел к жене и говорит, расскажи мне, что на самом деле случилось. Она говорит, он захотел, чтобы люди не пили вина. Он заходил в кабак и на все свои вырученные деньги выкупал там вино сколько мог. Вырывал яму во дворе и выливал все вино и все спиртное туда в яму и закапывал. И тем самым он говорил, что хотя бы одного человека я могу уберечь от того, чтобы он не выпил это вино. Потом, говорит, на оставшиеся деньги шел в публичный дом и подходил там к женщине, которая продавала свое тело, проститутке, и говорил, что хотя бы одну ночь не занимайся своей нечестивой профессией, что хотя бы одну ночь уклонись от неверия, от такого нечестия. Упрашивал он ее, давал деньги и выводил из публичного дома и говорил, хотя бы не приближайся хотя бы один день, хотя бы несколько дней, вот насколько у тебя денег хватит. Я постоянно предупреждала его, говорит она. Постоянно предупреждала, что люди не поймут, люди будут думать, что это, что ты сам действительно творишь нечестие. Нет, говорил всегда мой муж, говорит эта женщина. Вот увидишь, сам султан своими благословенными руками обмоет мое тело и сам лично положит меня в могилу. А он был прав, говорит султан. Так и случилось. Я вот пришел, я сейчас обмою его, потому что несколько дней подряд мне во сне вменялось, чтобы я пошел сюда и чтобы обмыл этого человека и чтобы похоронил лично. То есть, исходя из этого, мы должны понять, что не каждый человек, пока не будет истинных доказательств, он безгреховен, он безгрешен. Как бы мы ни старались думать про людей, про какого-то своего собрата, или про собрата по религии, или же просто про человека, что он плохой человек, но мы должны до конца изучить, и у нас должны быть явные доказательства на руках для того, чтобы обвинять в нечестии того или другого человека. То же самое случилось и с Хасан аль-Басри, как он сам рассказывает, что однажды я шел по берегу реки Тигр, и вдруг увидел, что на берегу, на пляже, сидит взрослый человек, пожилой человек, перед ним молодой мальчик, а между ними бутылка вина. И я так разозлился, говорит Хасан аль-Басри, что как-то это такой пожилой человек и с молоденьким мальчиком, с подростком,
и в то же время сидит и между ними бутылка вина. В это время этот человек, пожилой человек, поднимает голову и кричит: «Эй, Хасан, ты очень сильно хочешь спасти меня?» – кричит он. Я ему ничего не ответил, говорит Хасан аль-Басри. «Посмотри на поверхность воды», – кричит тот пожилой человек. Хасан аль-Басри говорит: я посмотрел и там увидел лодку. И там лодка тонет, идет ко дну. Этот пожилой человек говорит: если ты хочешь спасти людей, там 7 человек, 6 моих, 1 твой. Но я не умею плавать, крикнул я ему, я не смогу их спасти. Так зачем же, говорит он, если ты даже не можешь спасти людей, тонущих в лодке на середине реки, так как же можешь спасти душу, если другого человека, нечестивого человека, если ты даже не можешь спасти свою душу? И после этого я так застеснялся, говорит, и ко мне нашло какое-то чувство, что я начал терять сознание. Этот пожилой человек крикнул: ты посмотри, это мой сын, а эта бутылка наполнена водой, мы просто шли по берегу и устали, а теперь смотри, я сейчас спасу их, тех, которые тонут в лодке на середине реки. И он спас, и после этого Хасан аль-Басри зарекся, что никогда не будет думать про людей плохое с первого взгляда, пока не будет явных доказательств, не будет обвинять людей в каком-то нечестивом деле. Каждый ребенок, который рождается, он безгрешен. И каждый человек безгрешен до тех пор, пока мы не найдем и не будем иметь в руках достоверных доказательств. Такие су'уззан, плохие мысли про других людей, одних мусульман про других мусульман, в истории ислама привели к таким противостояниям. Если вспомним Усмана ибн Аффана, во время правления его был человек, который еще при пророке Мухаммаде ﷺ сделал вид, что принял ислам, Абдулла ибн Саба, иудей, сделавший вид, что он принял ислам, мунафик, один из главарей мунафиков. И он ходил по городам и весям и рассказывал, что Усман ибн Аффан, он собирает все богатство под свое крыло, он только своих родственников ставит наместниками в города и в села, там, и населенные пункты, что он узурпировал власть, что он отошел от религии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Он дошел и до Басры, он дошел и до Медины, он дошел и до Египта. И к чему это привело? Привело к тому, что благословенного Зиннурайн, светоча очей пророка Мухаммада, саллаллаху, зятя его 2 дочерей, самого стыдливого из стыдливейших, праведного халифа, зарезали прямо во время чтения Корана. И с тех пор в истории ислама из-за вот таких неправильных мыслей начали обвинения, взаимообвинения и взаимонеуважение среди мусульман. И до сегодняшнего дня мы видим, к чему это привело. Да убережет нас Аллах от всех нехороших мыслей и сделает так, что мы будем приверженцами этого аята, который Аллах Субхану ва Тааля нам объяснил: «Я юхалладина аману», о те, которые уверовали, «Иджтанибу каthиран минадзан», уберегайтесь от мыслей, размышлений про других людей. «Инна ба'да минадзанни итhm», потому что среди этих ваших мыслей, среди ваших этих рассуждений могут быть и греховные мысли, и вы обвините человека зазря. И как пророк Мухаммад ﷺ сказал, напомним мы этот хадис: достаточно человеку стать лжецом, если он подумает про своего собрата,
дурные, если у него будут дурные мысли по отношению к своему собрату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.